Наше население сельских поселений очень активно включается в управление, само местное управление. Одним из таких показателей является то, что в республике в этом году, не в этом году, она и до этого реализовывалась, но крупном масштабе реализуется программа поддержки местных инициатив. В данную программу из 15 сельских поселений, которые есть на территории муниципального района, включились 11 сельских поселений. Суть этой программы такая, чтобы люди решали свои проблемы, те, которые у них есть на селе. Это водоснабжение, естественно, это дороги, это ограждение кладбищ, это установка детских площадок, развитие соцкультбыта, чтобы они решали эти проблемы сообща. Данная программа работает в рамках софинансирования. 300 миллионов в этом году выделяет республика. Доля участия населения от 3 до 10% от проекта. Каждая заявка, одно поселение, одно село, 1 миллион. Вот прошедшие собрания показали, что люди очень активно включились в этот процесс, обсуждали, чем будут помогать, кроме денежных средств. Это и бесплатный труд, это и техника, это и материалы. То есть на сегодняшний момент очень отрадно отметить, что население активно включается в решение проблем села. Я могу сказать, вот еще из опыта работы, люди не ждут, когда им придут и сделают. Хотя, конечно, есть такие настроения. Вот мне очень хочется отметить опыт Покровского сельсовета, где, дабы сохранить лицо, историю, традиции села, местные жители организовали замечательный музей, который собирали сами и обслуживают сами, где проводят фольклорные праздники, передают своим детям вот эту вот частичку любви к родине. Мы постарались максимально рассказать и дать то, что возможно. Вот этот опыт взаимодействия между двумя регионами, он обогащает наши нации, он дает возможность нам перенять у друг друга те положительные моменты, которые присущи в целом нашей стране и нашим регионам. Я думаю, что вот это вот сотрудничество, оно сегодня положен фундамент или камень дружбы между двумя нашими регионами, которая будет продолжаться еще многие-многие годы, и мы будем дополнять друг друга нашими лучшими практиками, нашими лучшими мыслями, идеями, для того, чтобы наши жители наших регионов чувствовали себя комфортно, увереннее и благополучно. Поэтому вот эти обмены опытом, они очень нужны, очень важны для наших регионов. И мы готовы приехать в Республику Саха для того, чтобы тоже перенять лучшие практики, для того, чтобы их внедрять на территорию Узбекского района и Республики Башкортостан. Мы, в принципе, считаемся районом дотационный. Мы сегодня идем к тому, что или стремимся к тому, чтобы выйти на самодостаточность. И вот эти инвестпроекты нам уже дают. Вот я могу вам привести пример. Буквально не так давно у нас было собственные доходы составляли 18-19%. Сегодня мы уже перешли планку 30%. Вот, в такой динамике, скажем, мы сегодня развиваемся. Но нам тоже есть над чем работать, но темп, скажем так, у нас неплохой на сегодняшний день. Что касается субсидий именно строительства, все те же федеральные программы, в которых вы сегодня можете, мы участвуем, вы можете участвовать или участвуете вы сегодня в этих программах. Без проблем, но сегодня, не знаю как у вас, у нас больше идет заинтересованность такая, что именно софинансирование в любой программе. Чтобы действительно местные муниципалитеты подтягивались, начинали думать, считать каждую копейку, именно что это даст и в этой программе, в этой программе. Именно приоритеты, единственное, по программам по жилищному строительству, все-таки приоритет у нас есть и остается, это развитие сельского хозяйства. Так как мы более сельхознаправление такого. Ну, у нас район тоже общий бюджет у вас? Он у нас колеблется от 350 до 400 миллионов, скажем так. Вот отличие, меня зовут Семенов говорил, я являюсь заместителем министра профессионального образования, подготовки и рисунка кадров. Кадровая работа, работаю в правительстве республики. Вот, если собрались все молодые главы поселений. Я удивлен, приятно удивлен, у вас команда такая. И это объединение
как бы, отличие самое большое это в системе выборов, да, у нас они выбраны населением, не через депутатов, а их выбрало население. Прямые выборы. Прямые выборы. У нас по всей республике около 411 муниципальных поселений. 400 примерно, да, вот. Из них молодых глав примерно сейчас составляет 60-70 глав. Это до 35 лет. Это 60 глав. Потому что ну, сейчас у нас такая политика. Порядка 60%, да? Нет. Это от 460 человек. Это сколько будет? Около 10 до 11. Нет, вот 15%. 15%. У нас такая политика, ну, власть хотим, чтобы у нас молодые люди пришли. Мы тоже хотим. В этом плане и кадровые, они все члены кадрового резерва главы республики, мы объединились самостоятельно, решили объединиться молодых глав. На 60 самых лучших избрали, вначале было 10, потом 13, потом 16. Приехало сегодня у нас 10 глав, да? 10 глав приехало и как бы, кадровый резерв. У нас глава это поддерживает тоже, направил нас. И впервые мы приехали в Башкортостан, чтобы обменяться опытом, посмотреть. И на форум приехали. Ну, я думаю, не только у вас и обменяться опытом. Я думаю, все равно вы найдете какие-то точки соприкосновения. Мы вот договорились так, что по ходу нашей встречи, что надо создать контакты, взаимопонимание, взаимоотношения между особенно молодыми главами сельских поселений, городских поселений, нашей республики, республики Саха-Якутия. Я думаю, что это был первый шаг. В дальнейшем мы также, конечно, будем стремиться к тому, чтобы вот эта вот идея, она осуществилась. В целом, мы очень довольны, что приехала такая представительная делегация. Надеемся, что у нас дальше также будет, и мы постараемся тоже посетить республику для того, чтобы изучить и вашу